поехал на базар, вот этот эталон. И, в общем, купил для дома, там мне нужен был силикон. И выхожу, погода была нормальная такая, солнечная, хорошая. И за шлагбаум, когда перешел, вот это вот, въездная часть есть в эталон. Я смотрю, и минивэн с ленточкой. Ленточка внутри. Что за ленточка? Ленточка, ну вот, георгиевская ленточка. Внутри он привязан на зеркало заднего вида в салоне. Ну, естественно, у меня в таких случаях реакция сразу. Я не могу просто на это смотреть. Мне что-то сразу воротит. Я забываю все и занимаюсь вот этим вот. В общем, подошел к водителю, говорю, извините, пожалуйста, снимите, говорю, вот эту ленточку. Он говорит, а с чего я должен снимать? Ну, в общем, снимите, потому что вы в Казахстане находитесь. А эта лента провокационная. Где-то в России можете носить, но не в Казахстане. Ну, он, естественно, начал возмущаться, закрыл окно. Когда я прошел и встал вперед, машина там в очереди же, вот, к шлагбауму едут. Перекрыл ему дорогу, в общем-то, встал перед машиной. Он вроде бы сделал угрожающий знак, то есть движение, что может наехать на меня. Но я не стал двигаться. И в это время, в общем, люди начали подтягиваться, говорят, в чем дело ты? Что за дела? Зачем тебе эта лента? Ну, отойди с дороги, типа. Я говорю, нет, с лентой здесь уже нельзя ездить, короче. Вы видите, что в мире происходит. В общем-то, не позволю. Ну, тогда возмущались эти, которые охранники. В эталоне. И говорит, давайте пропустите, пусть он проедет и разбирается внутри эталона. Ну, я так и сделал, пропустил, потом он проехал туда. Я шел за ним, вытащил свой фотоаппарат, ну, фотоаппарат профессиональный, его надо было настраивать, а тут время не на мою пользу летало. В общем-то, я как не пытался это засять, у меня ничего не получилось. Потом, когда остановился, я, в общем-то, еще раз попросил его, уважаемый, говорю, ну, брат, я тебя прошу, сними ленту. Это угрожает нашей стабильности, стабильности нашего Казахстана, говорю. Где и ты такой же, как и я. А он вообще понимал, да. Что это означает? Не, в таких случаях вот, он произнес вот это вот, почти не разделяя два слова, произносит «деды воевали». Между прочим, вот, это не первый случай с ленточкой, когда я пресекаю эти вещи. Но слышу от, пусть меня извинят русские, славянская национальность представитель, но они говорят вот так вот, деды воевали, деды воевали. А они здесь при чем, если деды воевали? Ну, типа это, в общем-то, символ победы над фашизмом, что это, в общем-то, символ победы. Я говорю, для этого есть День Победы. Сейчас какое имеет отношение это сегодня, вот так деды воевали, к сегодняшнему дню? У меня тоже дед воевал. Но это все в прошлом, уже осталось там, в 45-м году. Ну при чем тут? Вот сейчас обострять ситуацию этой одной единственной вот этой фигней. Тем более, что выясняется, что войну, оказывается, выиграла Россия. Ну, в общем-то, нет, был случай, когда тоже с этой ленточкой, когда был инцидент, одна женщина говорит, вы сами начинаете делить войну, говорит. Вот вы можете себе представить, что такое? Делить войну. Типа это наша война или не наша война. Типа это наша общая война. Значит, я тоже сейчас должен ленточку носить по его убеждениям. В общем, дальше что произошло? В вчерашнем инциденте. Когда я его попросил уже как брата, он говорит, какой я тебе брат, говорит. Он русский. Да, он говорит, какой же я тебе брат, говорит, иди отсюда, говорит. Там. Он начал грубить.
И начал, когда выходил с машины, я воспользовался ситуацией, потянулся и зацепился за ленту. Он начал меня тянуть за руку, и в это время оторвал зеркало вместе с ленточкой. В общем-то, собрался народ, там 10 или больше человек собралось. Кстати, разные национальности. Ну, наши казахи начали возмущаться моими действиями. Говорит, какое твое дело в чужой машине, в чужой ленте? Говорит. Я говорю, извините, это угрожает нашей стабильности, разве вы это не видите? То, что происходит на юге Украины, на юго-востоке Украины, это не имеет как бы отношения к сегодняшнему дню, к тому, что сейчас происходит. И они, естественно, говорят, это, ну, брат, где Украина, где это, Казахстан, это далеко очень, ну зачем тебе это нужно? Это далеко. Ты их убедил в том, что это неправильно? Да, вот многие уже вели себя достаточно агрессивно, там с десяток человек уже, ну, половину уже вообще-то проявляли агрессию. И вот, что интересно, это сила аргумента. Вот когда я начал приводить доводы, и когда вот это начал возмущаться, что это, мол, это не имеет никакого отношения к Украине, я говорю, ну, владелец ленты, я говорю, извини, ну, мужчина, говорю, вот имеет самое прямое отношение к Украине на фоне этих событий, это имеет самое прямое отношение к Казахстану сейчас, вот эта твоя ленточка, говорю. И я уже начал, в общем, применять мат, не сдержался, извиняюсь, конечно, но я говорю, сука ты не достоин этого хлеба, который эта земля тебе дает, говорю. Вот это на него больше всего подействовало. После этого он сломался. И что он сказал? Ну, у него аж на глазах слезы появились, потом ну, он уже успел вызвать полицию. В общем-то. А что полиция сделала? Полиция вела себя, между прочим, адекватно. Там люди уже требовали, чтобы меня скрутили, связали. Они говорят, ну, если он стоит, не проявляет никаких, в общем-то, признаков агрессии, почему мы должны его скручивать, извините. Сейчас приедет дополнительный наряд, мы выясним. Вот он предоставил документы, в общем-то. Ну, в общем-то, там возмущалась женщина, говорит, ведь есть же органы, которые этим должны заниматься, говорит, почему ты проявляешь вот это вот, такую инициативу, чтобы взять эту ленту. Я говорю, имейте в виду, орган и власть это вот здесь вот. Это главный орган, это сердце. Когда ты чувствуешь явную или скрытую угрозу безопасности, вот этот орган, он дает тебе знак. И вот это тот случай, это и есть. Когда я не могу пройти мимо просто, равнодушно вот так посмотреть на эту ленту и идти по своим делам. Я должен пресечь это. А что полиция, она понимала, что на самом деле правда на твоей стороне, а не на стороне человека, который носит эту георгиевскую ленточку, притом так церемонно, почти на лобовом, да? Полиция осознает это, они понимали. В общем-то, я это понял. Единственное то, что нет специального закона, запрещающий, в общем-то, пресекать такие виды провокаций. Вот это читалось в его глазах и их действиях. А в остальном всем они были, в общем-то, на моей стороне. Дальше тебя просто отпустили, вы разъехались? Да, они все данные взяли, в общем-то, ну, в общем-то, тот мужчина, которому я изъял эту ленточку, он требовал восстановить зеркало. Я говорю, я зеркало восстановлю, если на то пойдет. Но я ему привел такой аргумент, говорю, твое зеркало ничего не будет стоить, когда затрещат автоматы из-за этой ленточки. И после этого он не стал требовать компенсации? Да, многие вещи, вот что интересно,
Я понял, что зомбоящик слабее реальных слов, реальных аргументов и живого человека. Живой аргумент, и когда ты доказываешь, приводишь факты, она намного сильнее действует. И вот эта толпа возмущенная вдруг притихла после некоторых моих доводов. Вот это я понял. То есть ты предлагаешь убедить. А Да. если убеждение не действует, что нужно делать в этом? Изымать, как я это сделал вчера. И не бояться последствий, что полиция приедет. Если мы будем думать сначала о последствиях, у нас не будет никаких действий. Пусть это будет эмоционально, но страшнее, мне кажется, если ничего не произойдет. Если все-таки останется, если эта ленточка также будет дальше работать, это страшнее, чем, скажем, последствия, где я буду выплачивать компенсацию за сломанное зеркало, или потеряю 2 часа времени там, в полицейском участке. А это уже который случай у тебя, когда ты снимаешь ленточки? В общем-то, за лето это 5-й или 6-й случай. И только первый случай, который получился такой скандальный, да? Да. Вот, во всех остальных такого скандала не было. В общем-то, а этот случай, когда я уже, в общем-то, физически изъял, можно сказать, когда, в общем-то, человек не понимает, не хочет расстаться с этой ленточкой, я просто ее выдернул. А если предложить парламенту такой закон, думаешь, он примет? Мне кажется, уже пора принять. Вчера я говорил людям о том, что это первые вестники войны, эти ленточки. Это если они, не разделяя, говорят, деды воевали, и это программа, значит, кто-то устанавливает эту программу, и они применяют его, вот этот ответ. А если вот ленточку вешают внутри салона, на зеркало, не снаружи, то это тоже программа, то это установка. И вчера я говорил о том, что это зеркало как бы перекличка. Это опознавательный знак на убеждение. То есть наши свои, да? Да, вот поглядите, нас уже Много. сколько, да, нас много. О, привет, это свой. Ну, где-то так можно, в общем-то. Такой можно сделать вывод. Твой вчерашний подвиг? Это не подвиг, это обычный мой день. Я всегда наблюдаю за ситуацией на улице. Я всегда смотрю, у кого что привязано. Радуюсь казахстанскому флагу, когда внутри, в общем-то, А российскому? установлен. Если ты бы увидел вместо георгиевской ленточки российский флаг? Знаете, все-таки же есть анализ. Был такой случай, когда 2 флага было. Российский и казахстанский. Я ничего не мог сделать. А если только российский бы стоял? Ну, наверное, то же самое было, что и вчера. Потому что если ты субъект Казахстана, ты должен вести ясный отчет тому, что какие символы ты видишь, и должна быть нормальная реакция, и что за этими символами стоит. Хорошо, а если вместо российского будет американский, украинский, бразильский, мексиканский, ты бы возмущался? Ну, дело в том, что насколько это актуально. Допустим, сейчас российский флаг символизируется символом агрессии, с притязанием на чужие территории, с оккупацией, с большой, в общем-то, грубой ложью политической, большими жертвами на территории Украины. Вот это первое, то, что меня заставляет действовать. Хорошо. Хотя, по большому счету, это все флаги и вот эти вот символики, это не самый лучший вид спекуляции политической. Считаю, что если здесь вы
на этой земле, на территории Казахстана, будьте добры, проявляйте уважение к государственной символике. И не надо вести сюда провокацию, не надо сюда звать войну. Спокойствие дорого не только мне, оно дорого всем. И это должно быть ключевым. Все. Болдыңыз ба?